Молодежная оперная студия колледжа искусств республики уже завтра на сцене театра оперы и балета покажут поистине мировую премьеру. Первое исполнение комической оперы «Валенсианская вдова». Это единственное сохранившееся произведение российского композитора Всеволода Задиратского. Творчество репрессированного музыканта долгое время было под запретом. И вот студенты колледжа искусств решились воплотить в жизнь забытое произведение. Специально для этого спектакля оркестровую редакцию написал композитор из Москвы Леонид Гофман. Елена Кононова сегодня побывала на генеральной репетиции. Эту оперу не видели ни на одной сцене, ни в нашей стране, ни в какой-либо другой. Браться за постановку был величайший риск. Ведь не было ни образца, ни материала, от которого можно было бы оттолкнуться. А потому большая часть работы – это наша фантазия, говорит режиссер Владимир Юрковский. А еще дань творчеству незаслуженно забытого в России композитора Всеволода Задиратского. «Валенсианская вдова» – единственная сохранившаяся опера человека с непростой судьбой. Вся его жизнь – ГУЛАГ. Но именно в нечеловеческих условиях родились его одни из самых значительных произведений. Всеволод Петрович Задиратский, как я говорю, это яркая личность. Он был тьютором у цесаревича, он участвовал в армии Деникина, понимаете, поэтому его нужно было расстрелять. Но Дзержинский написал, чтобы сохранить ему жизнь. Тем не менее, его арестовывали много раз. И в Магадане он писал музыку. Он замечательный писатель, прозаик, да. Вообще яркая личность и очень положительный, чистый человек. Леонид Гофман от сына репрессированного композитора узнал, что у Всеволода Задиратского есть законченная опера в клавире для рояля, но нет оркестровки, так как не было надежды, что его спектакли когда-нибудь поставят. И Леонид Давидович написал ее сначала для большого оперного оркестра, а потом для камерного, специально для постановки студента в Искоме. «Валенсианская вдова» полна юмора и веселья, вполне в духе Лопе де Веги. Сохранен сам оригинальный текст испанского драматурга. Местами опера вдруг превращается в оперетту. Актеры то и дело переходят с пения на устную речь. Для нас, для педагогов, был важен в первую очередь учебный процесс. И студенты должны научиться и петь, и говорить, и играть на сцене. Поэтому здесь некий такой синтез. Я не назову это не опереттой, другой жанр. Я не назову это мюзиклом, тоже другой жанр. Но некий такой перформанс с включением драматических отрывков, мне кажется, это очень оригинально и интересно. Серафиме Меркушевой, пожалуй, труднее всех. Опыта совсем мало, учится всего лишь на 2-м курсе, но на ней лежит большая ответственность за главную роль. Такая сеньора, молодая достаточно. И, как вы уже знаете, она вдова. У нее умер муж у нее был в возрасте. И я бы сказала, что она не очень-то и страдает по нему, но она взяла на себя обет вдовства, то есть, что она будет молиться, ходить в церковь, и больше она ни с кем не будет, ни с какими мужчинами знакомиться. Вот. Но потом вдруг она встречает того самого Камильо, и что будет дальше, вы узнаете. Премьера должна была состояться еще год назад, но пандемия решила иначе, поэтому сегодня в опере участвуют не только студенты, но уже и выпускники СУЗа. И впервые все вместе они выступают на большой сцене театра, оперы и балета. Для меня лично, скорее вот это вот новое ощущение звука на сцене, вот, потому что когда ты поешь на большой сцене и тебе нужно перекрывать оркестр своим голосом. Такого у нас еще не было, потому что до этого мы выступали только под рояль. Спектакль серьезный, сложный, непростые вокальные и инструментальные партии. Но это не первая работа оперного класса колледжа искусств. С 2016 года ставили не менее тяжелые постановки и с большим успехом. Яркую «Валенсианскую вдову» артисты уверены, зрители тоже полюбят. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.